Спасибо. Ахтар Самырса, Хамджана Драваларон, уважаемые участники круглого стола, посвященных к 30-летию нашего родного министерства. Я, конечно, присоединяюсь ко всем добрым словам, пожеланиям, которые были сказаны сегодня в адрес министерства. Где-то наше выступление с Анатолием Петровичем созвучно. И, конечно, я готовилась. Готовилась торжественную речь к 30-летию, но по ходу выступления предыдущих товарищей придется немножко перестроиться. Я имела честь знать Артамонова Виталия Петровича еще по университету, когда он был деканом ФИА. Имела честь знать Мигалкина Александра Васильевича, еще по школе, учились в одной школе. А сейчас это были люди, безусловно, очень высокой культуры, чести. Сейчас я имею честь работать и с Васильевым Владимиром Николаевичем, и с Кириллиным Гаврилом Витальевичем, которые также являются людьми, большими патриотами, людьми слова, которые всегда выполняют свои обещания и стоят на страже мира. И, конечно, сегодня хотелось бы поблагодарить и аппарат Министерства внешней связи, поскольку вы наше все. Мы к вам приходим со своими идеями, приходим со своими проектами, порой даже авантюрными, приходим со своими проблемами. И всегда мы встречаем понимание, поддержку, помощь. Как вот Анатолий Петрович сказал, мы очень тесно связаны с Виталиной Гаврилевной. Надежда Семеновна помогала в 2017 году, 2016 года очень сильно. Диана Афанасьевна, в общем, благодарна вот вам просто от всего чистого сердца. И ваша помощь нам очень-очень важна. Но поскольку сегодня речь идет о народной дипломатии, думаю, историка будет согласна со мной, что история народной дипломатии берет уже начало с 1677 года, когда Мазар Вазеков со своими друзьями донес челобитную царю Федору Романову. Дальше, через почти 100 лет, к Екатерине II ходили и Сафрон Саранов, и Саган Шапков, и Илья Жадринов, который мы знаем тоже более подробно из книги «Предтечи», составленной, вот недавно презентация была. Дальше и Алексей Алексеевич Кулаковский, имя которого носит Дом дружбы народов, если хотите, тоже является народным дипломатом, миротворцем, остановившим кровопролитие, братоубийственную войну во время гражданской войны, войны Кони. А вот сегодня народная дипломатия, она обрела более широкие, более глубокие и важное значение, поскольку действительно, как говорится, это мягкая сила внешней политики. И в последние годы мы и видим, и ощущаем на себе и внимание со стороны руководства России, со стороны нашей республики во главе с Арсением Сергеевичем Николаевым. И гражданам республики сейчас, мне так кажется, становится престижным представлять традиции, культуру народов Якутии на разных площадках, не только вот за рубежом, но и всероссийских. И вот это движение приобретает все большую масштабность и популярность среди населения. Сегодня я хочу обязательно назвать тех, кто в 2017 году поддержали проект, начиная с 2017 года поддержали проект нашей группы и «Единых помыслах». Это коллективы из Хангаласского, Улуса,
коллектив Мегин Кангаласский улус, жители Менгела Кангаласского улуса, в частности, Павловск, Нюрбинский улус, Амгинский улус, Чурапчинский улус, Татинский улус, общество Хохай, ансамбль Дома дружбы народов Геркилен, югагирский ансамбль Якидей, конечно же, наш постоянный партнер, друг большой, это ювелирный дом Керке. И, конечно же, поддержали нас и НВК Саха, и Саха Медиа. Вот, то есть, как-то вот перестраиваясь, я хочу сказать, что почему, наверное, вот получила такое широкое распространение, широкое, ну, стало и престижным участвовать на таких вот международных мероприятиях, поскольку с поддержки НВК Саха и Саха Медиа мы, тогда был генеральным директором Андросов Иван Михайлович, мы показали республике тот вклад, который сделали коллективы, участвовавшие на СЭХе здесь, в Сербии. И тем самым, мне кажется, мы подали пример многим, что это не только вот дело каждого человека, это дело народа, это престиж народа, это интересно для всех, как вот для участников, так и для гостей. Вот. И еще хочется отметить, поскольку вот все участники наших мероприятий, они участвуют, как уже сказала Анастасия Николаевна, это добровольно и бескорыстно выполняют свою вот такую высокую миссию. И очень хочется, чтобы такая вот добрая воля наших граждан была отмечена поощрениями, наградами не только Республики Саха-Якутия, но и Российской Федерации. Так, сегодня говорилось также и о наших якутянах, проживающих за рубежом. Я с удовольствием отмечаю, что есть группа наших земляков, которые называют себя детьми николаевскими детьми. Вы, наверное, помните, была прекрасная программа обучения молодежи за рубежом. И сейчас вот эти вот молодые люди, уже сейчас среднего возраста, очень хорошо себя зарекомендовали, заняли свою нишу в местах проживания, странах проживания. Они уважаемы, имеют большой авторитет, и они желают внести свою лепту в развитие нашей родной Якутии. И очень надеюсь, что вот потенциал наших соотечественников тоже также будет востребован, и дальнейшее сотрудничество с соотечественниками вольется в какие-то очень хорошие перспективные проекты. Михаил Ефимович, подписывая указ 19 января, указ о создании Министерства внешних связей 19 января, святой день для всех православных. Вы знаете, что историю, что в этот день, как вот богоявление, Бог явился, да, заканчивая, Бог явился народу в виде голубя, а голубь – это символ мира. И наверняка вот поэтому он подписал этот указ как раз 19 января. И поэтому вот вам, нашему родному министерству, коллективу министерства, всем людям, народным дипломатам желаю вам всегда находиться у Христа за пазухой. Будьте счастливы, здоровы. Спасибо.